Я Арзигуль Салих Газиева, проживаю в Кыргызстане, города Бишкек. В поддержку нашего лидера уйгурского народа Абдували Бугурхан хочу засвидетельствовать о следующих событиях, которые я видела своими глазами в 2014 году при гостевой поездке в Китай. В Урумчи у нас есть родственники по линии матери, Меликям, тетя, ее дети. Атуш есть дядя Сапрахон, его жена Айша и их дети, с которыми я виделась. Эрхан, ее дети. И в Турфане Алмарахан, которая уже умерла, и ее дети. При встрече с ними мы ходили в гости, ездили по городам. И меня удивили некоторые события, которым я оказалась свидетелем. В городе Атуш, когда мы были в гостях у сестры, она наряжала своих детей в гости. Это было летом, время каникул. Когда я спросила, куда они идут, она сказала, что детей ведут в Ашхану. От школы их будут кормить во время обеда. Я говорю, какая-то хорошая школа, говорю, которая заботится о своих детях еще во время каникул. Она сказала, что это делается для того, чтобы они не ходили в мечеть на пятничный намаз. Это делается умышленно. Если бы они не пошли на этот обед, у них могли быть проблемы в школе и с их родителями. Кроме этого, мы ездили в Якян, город. Там были очень красивые дома, красивые ворота, расписные ворота ручной работы. Но они были изуродованы, верхняя сторона этих ворот испещрены, разодраны, размазаны, стерты. Я спросила, почему. Это было во многих воротах. Это, говорит, сделало наше, говорит, правительство, китайцы, потому что там была, говорит, наша уйгурская надпись. Они запрещают нам писать уйгурскую надпись, арабский алфавит. Кроме этого, я обратила внимание, что люди боятся ходить на пятничные намазы. Это они мне объяснили, я все у них спрашивала. Они сказали, что когда они ходят на пятничную молитву, наши мужчины, наши родственники, наши мужчины, их снимают на камеру, их записывают. Потом уже с ними расправляются по своему усмотрению. Могут уволить с работы, могут поместить в тюрьмы, могут как-то притеснять семью. Кроме этого, это была как раз месяц Рамадан. Я держала уразу вместе со своими родственниками. И некоторые из родственников рассказывали, что они ночью встают и кушают под столом, при свечах. Это для того, чтобы с окна не видно было, что свет включается, что они ночью кушают еду, чтобы держать уразу. Это тоже было бы для них притеснением, потому что ночью, оказывается, тоже снимали, караулили, смотрели, кто держит уразу. И если кто-то работает на государственной службе, их специально кормили с работы обедом, чтобы узнать, кто держит уразу. А если ночью зажигался у них в домах свет, их расспрашивали, почему, в связи с чем они должны были объяснить, держат уразу. Их могли за это снять с работы. Почему такое происходит? Почему притесняется наш народ? Почему нарушаются права человека? Почему нарушается право исповедания каждого человека? Почему наш уйгурский народ на своей родной земле не может жить так, как он жил испокон веков?